Жалпы осылардың барлығын кім жасайды? Әрине, ол жергілікті грузиндер, яғни адамдар, немесе көшіп келгендер, немесе осы жақта тұратындар. Осылардың барлығы туралы, яғни халқы туралы, адамдары туралы бір ауыз сөз айта кетсем. Көшіп келуші демекші, Қазақстаннан да көшіп келгендер бар екен. Бұл Андрей. Живу 5 лет. В Грузии, в Кабулете жили, в Батуми жили. Очень нравится, природа хорошая, море всегда рядышком можно. До зимы почти плавать. Все здорово. Да, очень дружелюбные, гостеприимные, готовы помочь всегда, подхватить. Ну, конечно, бывают всякие нюансы, но в основном большая часть очень дружелюбная наша. Мы больше в ларе ориентируемся, раньше все в тенге переводили. Считались по тенге. Да если работать, наниматься куда-то, то плохо платят. Немного. Надо что-то самому делать, открывать. Ну, 600-800 лар. Месяц. Средняя, да, зарплата. Но этого не хватит, если ты снимаешь квартиру, если не хочешь передвигаться. Ездить. Ал Грузия туралы таксисттерден көп білетіндері жоқ шығар. Здравствуйте, приезжайте в гости, я рад вашим народам. Всегда спокойно здесь. Ваши туристы уже сколько-то лет приезжают, все, окей, никогда не было. Ну, в последнее время какой-то, это есть смешанный вариант. Остальное все нормально, приезжайте, все есть. Потом и вообще весь город красота. Но есть еще за городом, где можно въехать и посмотреть водопады, есть ботанический, есть дендрологический парк, музыкальный парк, где есть очень много мест, где можно отдохнуть. Раньше хорошо было, а сейчас нет. Потому что нету ни фабриков, ни заводов, ничего нет. Продали. Вот место чайная фабрика продали, построили 3 бензоколонки. Второй чайная фабрика купил турк. Сделал швейную фабрику. Табачная фабрика была. Нету. Продали. Ал бұл жігіт парашют ұшумен айналысады. Вот если клиентуру считать, первое место это арабы, потом идут казахи, потом русские, и, потом уже остальные. Много, да, получается? Казахов много, очень много. Кто из Казахстана приходит, самый прикол это что, когда я им говорю 150 лари, они сразу калькулятор начинают считать, я им говорю 26 тысяч, они такие: а ты откуда знаешь? Ну, говорю, как бы 8 лет тут работаю, слежу за этим. А давай, да? Скинь, да? Ну так что, когда говорю фиксированная цена, а да, давай по-братски, говорит. Грузин тойы туралы аз-маз қызықты жайттар айта кетейік. 400, 500. Ага. Это весь поселок, да? И полтона вино льется. Например, у тебя свадьба через месяц. Раньше месяца, раньше 2 месяца надо забронировать этот зал. Ты платишь там за один человек 90 лар. 90? 90 лар. На одного человека? На одного человека. Да. Там все входит. Еда, вино, вот оператор, вот фото, музыканты, все, 2 дня. Второй день мы называем день торта. Невестка торт принесет, вот большой торт, да, вот 2-метровый. Второй день режется это. Никогда не начинается, когда пишется вот 5, 1 час позже, вот 6. И вот до 12 часов. Ну, посмотришь, какая обстановка будет. Там 1 тамада есть. Это до 5 стаканов. И уже потом, и это 10 человек, вот отдельно, вот все отдельно. Все, бухать. Например, дневник или что-то у него вот пишет, да, вот, например, твое имя, вот приглашено ты. Пишет, например, Тариел Барамидзе. Я написал $200 или $300. Да. Жалпы халқы жақсы, қонақжай, күліп көмектеседі, жақсы былай. Айтады ғой 5 саусақ бірдей емес деп. Сондықтан жаманы да болуы мүмкін, бірақ маған кезікпеді. Сізге де кездеспесін.